Спорт – это жизнь. Подобные высказывания – не шаблонные статусы гламурных блогеров или медийных лиц. В Осетии это реальность. Мы с удовольствием болеем за любимых атлетов, эмоционально поддерживаем их победы. Правда, последние пару лет многие заговорили о спортивном застое. Якобы звезды уже не рождаются, а те, кто сейчас блистает, появились несколько лет назад. А действительно ли это так? И какая сегодня спортивная Осетия в контексте современных реалий? Поговорим об этом с нашими экспертами. Это те, кто воспитывает чемпионов, и те, кто сами блистали на пьедестале международных соревнований. Здравствуйте, дорогие господа. Я очень рада вас видеть. Это дорогого стоит вообще собрать таких экспертов. Я хотела подобный эфир собрать после чемпионата России по вольной борьбе, но тогда, помните, была история, когда там нам даже дагестанцы предлагали помощь, что нужно там осетинской школе помочь. Тогда они стали, в принципе, вот эту панику поддерживать, потому что понимали, что, ну, бывает иногда неудачи, во-первых. Во-вторых, насколько я помню, тогда не было лидеров. Вот меня Вячеслав Владимирович поддержит, если что, да. Мы не стали об этом говорить, но вот после чемпионата России по дзюдо, когда у нас только одна девушка выиграла бронзовую медаль, ну, так слегка опешили. Наша редакция поняла, что, ну, как-то не очень. А еще вот, учитывая, что и Алане иногда не очень радует, это я говорю как любитель футбола, тоже решили поговорить и объединить тему под одним названием. Спорт – это жизнь, что сейчас происходит. Вячеслав Владимирович, вы у нас... Я вот не побоюсь этого слова, мэтр. Самый старый, да? Это вот неправильная формулировка. Самый опытный. Самый опытный, да. Какую бы характеристику вы дали спорту сегодня? Вот буквально 5 предложений. Коротко. Ну, спорт наш переживает сейчас тяжелые времена. Это, наверное, связано с социальной обстановкой в том числе. Вот. Это в первую очередь. И некомпетентность тренеров. Вторая. Вы прям с причин назвали, мы позже вернемся к этому еще раз. Да, то, что у нас финансирование, значит, отсутствует, надо, наверное, к этому уже привыкнуть, потому что, как мы знаем, мы строим капитализм. А отношение к спорту, как было раньше, при Советском Союзе, мы еще долго по инерции плыли, думая, и пожинали плоды того периода. Да, думая, что так будет, как раньше, будет финансирование. Но, к сожалению, все поменялось, и надо перестраиваться. Мы еще не перестроились. То, что в Дагестане спорт на высоком уровне, это ихняя, наверное, заслуга людей, эмоционально они другие люди вообще. Но у них тоже, я помню, был застой, когда, допустим, в 1988 году ни один дагестанский спортсмен на Олимпиаду не попал. И долгое время у них не было олимпийских чемпионов. Я знаю также, что человек 8 дагестанских тренеров в свое время уехали в разные страны зарабатывать просто деньги. Кушать нечего было. Мы тогда сохранили, благодаря нашим министру спорта, общественным организациям, конкретно Руслану Геоеву в то время он поддерживал. И мы тогда никогда никому не проигрывали. Ни в команде, ни в личных встречах. И было достаточно много медалей и на международной арене. Но это прошло. И сейчас наступил момент, когда государство не финансирует. Это говорят одно, но делают другое. Разрушают просто спорт. И детские спортивные школы, в уставе написано одно, но он не выполняется. У нас ни одна школа не отправляет команды на соревнования уже лет 10. Вячеслав Владимирович, мы вернемся к причинам. Такую по десятибалльной системе. Дайте оценку. Поэтому удивляться тому, что у нас сейчас со спортом проблемы, не стоит. Вот я так бы выразил. Но к причинам мы вернемся. Я знаю, что вам есть что сказать. Да. Артур Ахсарбекович, вы в должности министра относительно недавно, но в спорте вы давно. Вот если по десятибалльной системе, какую оценку сегодня спорту, спортивной Осетии, скажем так, вы можете дать?
Мне сейчас оценку дать как спортсмен или как чиновник? А давайте как чиновник. И тут вообще здорово будет, если вы и так дадите оценку. Ну, как новый чиновник, тот, который недавно пришел, вступил в эту должность, я скажу так, что на сегодняшний день по 10-бальной, наверное, могу сказать, что на хорошую 6 точно. Угу. А как спортсмен, наверное, также оценю. Совпадает мнение? Как-то получается, да, что на сегодняшний день у меня получилось взглянуть на наш спорт с 2 ракурсов. Со стороны тренера и со стороны руководителя этого ведомства. Руслан, вы здесь у нас, скажем так, самый молодой из экспертов. Давайте свежий взгляд. Характеризуйте буквально 3-5 предложениями. Состояние нынешнего спорта? Да. Неужели так все плохо, как вот некоторым кажется, или это просто субъективное мнение некоторых? Я скажу так, что молодежь у нас как была талантливая и 50, и 20, и 10 лет назад, она сегодня такой же является. Вопрос в том, как до нее достучаться, как предоставить ей все возможности заниматься спортом, заниматься саморазвитием, не обязательно массовым большим спортом, в том числе и профессиональным. Поэтому только вопрос в этом, как найти этот ключик к этой дверце, чтобы дети массово потянулись в спорт. Угу. Вот до начала нашего эфира я уже сказала, что футбол – это отдельный мир. Поэтому тут я не общий вопрос какой-то задам, а непосредственно вот Анатолию Григорьевичу. Уровень подготовки наших футболистов. Я сейчас не говорю про воспитанников академии, я понимаю, что они только учатся. Я сейчас говорю, например, про уже действующих футболистов. Как вы оцениваете? В принципе, уровень футболистов, именно профессионалов, да, которые на сегодняшний день играют. То есть, я не пропускаю ни один тур, слежу именно за нашими футболистами, не только которые играют, да, за нашу родную легендарную Аланию, да, но и также за пределами республики, которые играют в элитных клубах. Вот. И меня, как бывшего игрока, да, и как тренера на сегодняшний день, уровень наших футболистов, честно говоря, даже учитывая то, что на сегодняшний день они показывают себя не с лучшей стороны, именно я имею в виду наших ребят, наших профессионалов, вот, все равно, то есть виден потенциал и виден, в принципе, неплохой уровень подготовленности и в техническом плане, и в физическом плане наших игроков. Но опять-таки, то есть есть к чему идти, к чему стремиться. Почему слегка, грубо говоря, не дотягиваем? Это я сейчас сглаживаю. Вы знаете, я вот недавно был на очередном туре в Грозном, да, и поймал себя на мысли, что на стадионе, да, не было нашей молодежи. Среди болельщиков? Да, то есть болельщиков вообще не было. Угу. И, знаете, вот мысль пришла о том, что для начала неплохо было бы вернуть футбол, да, в нашу республику. И я вас уверяю, вот часто говорят, произносят, у нас нет Загоевых. Я вас уверяю, я убежден в том, что, то есть, когда вернется футбол в нашу республику, когда мы доведем стадион до ума, и появятся Загоевы. Появятся ребята, которые будут играть в сильных клубах российской премьер-лиги. Я в этом не сомневаюсь. Не сомневаюсь. Что нужно для этого? То есть, я помню 94-й год, 95-й год, да, то есть, в основном я вот окунулся в эту атмосферу, да, то есть, в эту ауру, стадион, то есть, да, то есть, было на кого идти, было на кого смотреть, было с кого брать пример. Помимо этого всего, да, желания, стремления, да, благодаря тому, что я окунулся, да, вот в эту атмосферу, да, я побывал в этой ауре, да, я очень благодарен, что я именно этот момент, да, прожил. Вот. В принципе, у меня и было желание дальше, то есть расти. Я понял то, что я целиком и полностью, да, отдам себя футболу, о чем я не жалею. Я уверен в том, что сейчас, если наша молодежь, даже при том, что наши не так удачно играют, да, этот чемпионат. Вот, я уверен в том, что стадион был бы наполовину забит. Я в этом не сомневаюсь, понимаете? И у этих футболистов, которые на сегодняшний день играют в Алании, да, есть чему научиться. Есть что брать хорошее. И я уверен в том, что, то есть, обязательно будут ребята, которые о себе заявят, наша молодежь. Я в этом не сомневаюсь.
Не сомневаюсь. Знаете, мне кажется, что болельщиков футбола у нас очень много. На нашей телевизионной площадке мы часто снимаем такой проект, как «Только футбол», и даже незначительные темы набирают очень много просмотров. Я даже по этим просмотрам ориентируюсь. Да, надеюсь, будут сдвиги и будет результат. Вот я бы хотела перейти к Артуру Ахсарбековичу. Вот Вячеслав Владимирович уже сказал про финансирование. Все-таки давайте поговорим. Я понимаю, что мы все должны привыкнуть к тому, что нет финансирования, но тем не менее, на что мы можем рассчитывать сейчас? Есть ли возможности сейчас? Потому что я озвучу нелегкий период сейчас и в обществе, и в экономике. Поэтому, к сожалению, это тоже играет роль. Но скажу так, есть поручение Владимира Владимировича о том, чтобы, во-первых, наш детский спорт, он был бесплатный. А во-вторых, было недавно его послание о том, чтобы именно, уже конкретизировал он, даже то, что те лица, которые финансово не совсем есть у них возможность, то есть те слои населения, которые на сегодняшний день финансово не совсем могут себе позволить, чтобы и для них предоставлялось в первую очередь бесплатно все. И, во-вторых, те лица, у которых те родители на СВО или, допустим, пропали без... То есть все, что касается семей, которые прикоснулись к СВО, для них тоже в первую очередь было все бесплатно. И на сегодняшний день мы работаем в этой области, мы стараемся вернуть, как Вячеслав Владимирович сказал, то, что было раньше в советское время. Это моя цель. Вернуться к тому, как у нас, как работало министерство при Суслане Петровиче Андиеве. То есть это было в первоочередное уделить внимание детям, а потом уже все остальное. И я думаю, потихонечку мы придем к этому, то, что дети в основном будут заниматься бесплатно. И то, что на сегодняшний день у нас, к сожалению, платно, мы стараемся сейчас этот вопрос проработать для того, чтобы все, что необходимо, детям предоставлялось, и было финансирование детей, то есть их поездки тоже были бесплатными. Не все сразу делается, как говорится, Москва тоже не сразу строилась. Надеюсь, с Нового года мои коллеги увидят изменения в Министерстве спорта. И что касается всего нашего спорта в республике, надеюсь, они увидят и тоже приложат к этому руку, к этим изменениям. Мы тоже надеемся. Вот что сейчас нужно финансировать? Я бы вот этот вопрос хотела задать Валерию Сагратовичу. Хотя, знаете, к вашим подопечным вопросов меньше всего. Ваши подопечные даже в период безденежья держатся и показывают результаты. Это, знаете, пример того, что нам все нипочем. На что нужны деньги, а что необходимо? Во-первых, еще раз говорю, когда говорим о спаде, наверное, да, спад, вот, как сказал Славик, во всех видах наблюдается у нас. Кроме паралимпийцев. Врать не буду. Как мы 10 лет тому назад привозили золотые медали с чемпионатов мира, Олимпийских игр, паралимпийских, так до сих пор продолжается. Единственное, еще раз говорю, сейчас, в самом деле, такая... Я патриот всех видов спорта, врать не буду. Я болею за борцов, футболистов, штангистов. Они мне очень все дороги. И когда вижу, что не хватает, они бедные собирают деньги, которых у них даже может не быть, чтобы поехать на соревнования. Одаренный ребенок, и он не может поехать. Это, конечно, тяжело смотреть. И мы тоже, как и все, мы тоже в этом году сильно очень были стеснены в этих средствах, чтобы выезжать на соревнования. Часто нас приглашают на соревнования. Мы все, я еще раз говорю, мы все профессионалы, что скрывать. Если заложен один чемпионат России в календаре, а это спортсмен высокого класса, один старт – это ни о чем. Они у нас выступают на чемпионатах мира, Олимпийских игр. Почему он там хотя бы 3-4 старта в году не должен делать? У нас заложен один в календаре, допустим, один старт, и то недостаточно финансирует его. И нам приходится самим находить
Не знаю, где наши меценаты, которые могли себя в грудь при Светлане Петровиче бить. Вот мы, да, патриоты. Я не видел, чтобы так кто-то сильно помогал. Всем не то, что вот нам, всем нашим спортсменам в Осетии. Сколько детей одаренных есть. Надо же помогать. И одно дело, ну, не все в его силы. Допустим, вот Ардур новый министр, дай бог, чтобы все получилось, как он хочет. Ну, хочется, чтобы кто может, начиная от богатых и депутат на своем уровне, чтобы каждый мог что-то, какой-то вклад вносить. И бить в колокола уже надо. Это мое мнение. Спорт у нас, в самом деле, в Осетии уже. Мне очень бывает супер неприятно, когда я вижу наши борцы, которые раньше гремели, суперфутболисты, сейчас уже не базовый вид спорта. Как это стыдно для республики. Честно, мне... А возможно ли вообще привлечь спонсоров, меценатов, чтобы помочь разным видам спорта? Вячеслав Владимирович, подскажите. Вы наверняка с этим сталкивались. Мне кажется, вы и в 90-х пытались нивелировать ситуацию. И Понимаете, да, я пытался и долго пытался. Но я понял за это время одно, что меценат, то есть спонсор, он тот же бизнесмен. Если от этого у него нет отдачи? Нет отдачи, он ничего не будет делать никогда. Вот у нас законодательство такое. Вот я 100% знаю, я не просто говорю, что те за границей люди, которые вкладывают деньги, у них возможность есть какую-то часть налогов, которые не платят государству, да, им разрешают самим эти деньги отдавать. Кто отдает детскому саду, кто спортивной школе, кто хорошему футболисту и так далее. Это законодательно у них. У нас такого в России нету. У нас было одно время, как-то сделали так, чтобы наши бизнесмены отдавали свои деньги. Но это было незаконно. Это быстро, 8 месяцев прошло, и это незаконно. Они бизнесмены, и они, если вкладывают, они должны получать отдачу. Они не получают. А просто так, разово, может один человек помочь, второй, третий. Но этим же спорт не двинет вперед, потому что без соревнований у нас нету спортсменов. Это основное. На тренировках у нас разряды не раздают, и мастером спорта ты не станешь. То есть нужны соревнования, о чем говорит Валера. А их нету. У нас в борьбе, у нас 2 турнира. Чемпионат России и Регинский турнир, отборочный к Европе. И вот на эти еще как-то выделялись, в этом году не выделялись. Сколько нужно, а в следующем году я вижу, что вообще не будет денег. То есть куда готовиться? Есть этапы подготовиться к главному старту. Если их не преодолеть, то, как Валера говорит, одни соревнования ничего не... Ну, любой спортсмен знает, что без соревнований ты не вырастешь. Ты не сделаешь какие-то коррективы, не внесешь в свой тренировочный процесс. И вот из-за этого у нас вот так. И развития не будет никогда. И я еще раз говорю, вот наш министр говорит, что будет все хорошо. Я еще раз говорю, надо перестраиваться. Не будет хорошо. Не будет финансирования. Надо западный вариант. Государство мало дает денег. Я же со всеми федерациями знаком. Со всеми европейскими, американскими. В Америке спорт поднимается, потому что там огромное финансирование. Спорт держится на университетах. Вы знаете, что там хороший университет, у него столько денег, сколько в нашей республике нету. Вот такое финансирование университетов. И у них главное, сейчас у нас тоже хотят поднять студенческий спорт. Я вот первый, кто ввожу команду, мы выигрывали все соревнования по студентам. Но у нашего ректора нету статьи расходов конкретно на спорт. Вообще нету. На студенческий спорт. Нету, не только по борьбе, вообще нету. То есть не только у него. Во всех университетах нету такой статьи расходов на спорт. Есть спортивно-массовая работа, как-то по-другому называется. И есть ректора, которые как-то вот мне дают, да, изощряются, но это тоже неправильно. А у меня человек, не знаю, 15 в Америке, некоторые закончили в университете, мои ученики.
Я хорошо знаком, как все там. И сейчас интернет, можно все прочитать. К сожалению, так. И в школах то же самое. Очень много денег выделяет государство, потом очень много клубов. Но там есть спонсоры, которые эти клубы содержат. Мой ученик сам содержал клуб, работал в банковской сфере, привлек людей. И вот сейчас 3-й приз Олимпийских игр американец, это его ученик, который проиграл нашему дагестанцу. Я изнутри знаю, как там. У нас такого нету. Поэтому, я еще раз говорю, финансирования не будет. Надо находить какие-то новые возможности все-таки поднять спорт. Потом еще одно скажу. У нас, к сожалению, неправильно говорят, что такое спорт, что такое физкультура. Человек бегает, просто бегает и говорит, я занимаюсь спортом. Это надо вычеркнуть. Спорт – это когда соревнуются хотя бы 2 человека. Это не спорт, это физкультура. Я не знаю, пусть на физкультуру выделяют там деньги, чтобы дети наши были здоровы. А спорт – это соревнование. Вячеслав Владимирович, вы предлагаете перенять положительный опыт других стран. А вот у меня вопрос, Артур Хасарбекович. Регион, мы не можем стать инициаторами каких-то нововведений, дополнительных, вот, например, вы уже сказали о том, что спонсоры, меценаты, да, хотят что-то взамен получать. Может ли регион стать инициатором каких-то нововведений в законах? Может. На сегодняшний день мы пытаемся, не пытаемся, а готовим совместно с парламентом. Я думаю, когда это все будет готово, мы озвучим. Мы хотим сделать кое-какое новшество для наших меценатов, спонсоров. Если у нас это получится, то есть, образно скажу так, это будут небольшие, может быть, послабления в налогах, которые будут идти конкретно на развитие спорта в республике. Вдруг произошло такое чудо, что денег нам хватает. Вот что-то сверхъестественное финансируется, и меценаты, спонсоры появились. Мы, наконец-то, выстроили алгоритм действий. Только ли в этом причина? Я почему об этом спрашиваю? Потому что, вот вы, кстати, об этом тоже сказали, Вячеслав Владимирович, о том, что Конечно, у нас нехватка кадров, я сейчас говорю про тренеров, Конечно, квалифицированных тренеров. Вот буквально в прошлом году мои знакомые хотели отдать своих детей, они футболом увлекаются, в вашу академию, в Академию Алании, но они не прошли отбор по одной маленькой причине. То есть им сказали: у вас замечательные физические данные, скорость реакции и тому подобное, но у них нет каких-то базовых навыков. То есть вот в районе им не додали каких-то элементарных вещей, грубо говоря. Я сейчас не говорю, чтобы наши тренеры были как тренеры детских школ в Германии, до этого нам далеко, но тем не менее, какие у вас, может быть, Анатолий Григорьевич, пожелания? Вот что бы вы хотели... Что нужно сделать, чтобы уровень тренеров был выше? Или я сейчас вообще ошибаюсь, и все хорошо? В принципе, всегда все хорошо. Это только мешает росту нашему личному, и росту наших ребят. Вот. А для начала мне бы хотелось, чтобы мы наладили контакт со своими коллегами. Не только в районе города, но и за пределами республики. Почему? Потому что ситуация показывает, что дети, которые живут за пределами республики, то есть они не уступают. За пределами города, они ничем не уступают именно ребятам, которые тренируются, учатся, на юности, на Спартаке, на Барсе. Вот. У меня был некий опыт такой, что я делал, если я видел, что мальчик талантливый, я вижу у него огромное желание, родители не в состоянии, допустим, довести ребенка до города, мы договаривались так. То есть, допустим, ребенок с Алагира, я его встречаю в городе, забираю, везу на тренировку. После тренировки я его обратно до остановки, в транспорт, и он доезжает до дома. Вот. Что касаемо отбора в академию, вы знаете, были такие ситуации, что ребенок вроде бы себя в целом неплохо проявляет, но есть какие-то нюансы, где он немного не дотягивает, и понимаете, дело в том, что идет тренировочный процесс, а потом в конце микроцикла у нас идет игра. И для чего это делается? То есть я понимаю, что ребенок, тренируется, но я не дам ему столько времени, чтобы он сыграл, допустим, нужно время.
Вот. И чтобы ребенок не останавливался в развитии, да, то есть как бы мы передаем его на юность, чтобы он там продолжал обучение, набрал в техническом плане, да, не в физическом, в техническом плане, допустим, набрал, да, и потом мы его ведем. То есть как бы я всегда, то есть на связи со своим коллегой, то есть интересуюсь, спрашиваю не только про этого мальчишку, но и про других ребят. То есть и когда мы видим, что ребенок в каком-то компоненте добавил, то, естественно, для него, и как и для всех остальных ребят, всегда двери в академию открыты. И таких ситуаций возникали. Я скажу следующее, то, что независимо, да, то, что сейчас у нас и футбол, и любой другой вид спорта, да, на очень хорошем уровне, я вижу огромный поток детей, желающих играть, желающих развиваться и желающих себя посвятить футболу. Это видно. И это приятно. И то, что я вижу, да, я низкий поклон своим коллегам, да, и на юности, и на «Спартаке», и на «Барсе», и в академии. То есть как бы мне приятно наблюдать за тем, как работает наша молодежь. Они обучаются, учатся, они стремятся, они познают. И все самое лучшее передают детям. За что им низкий поклон. Почему они не выстреливают? Это вам мне сейчас любитель футбола говорит. Почему они... Ага. Ну, как бы я об этом уже говорил. Многие уезжают. Понимаете? Раньше такого потока не было отъезжающих ребят. У нас, значит, Алания была. У нас и Ристон, Моздок, Автодор. И вы знаете, даже когда Алания гремела, да, то есть на стадион «Динамо», когда играл и Ристон, Автодор, стадион был битком забит. Понимаете? А тогда тоже не лучшие времена были. Но у нас были команды. Да. Были команды. И оттуда потом уже ребята, да, то есть как бы дальше шли. И попадали, и в Аланию попадали, и в другие клубы российского чемпионата. Сейчас, к сожалению, у нас есть Алания, у нас есть Алания-2. Понимаете? Если бы у нас была еще третья команда во второй лиге, допустим, да, то я думаю, что со временем, я вас уверяю, у нас было бы очень много игроков. И в первой лиге, и в премьер-лиге, и уровня сборной. Я в этом не сомневаюсь. А сейчас они у нас, да, из-за того, что, допустим, у нас есть Алания-2, да, есть категория ребят, которые там занимаются, а куда другим? И другие уезжают. И есть ребята, которым слишком рано уезжать, и они там теряются. Да, я вот это хотела сказать. Они себя там не проявляют. Они сидят на скамейке запасных. Естественно, конечно. Не нарабатывают. Да, я согласна с этим. Вот буквально недавно у нас Артур Ахсарбекович был в прямом эфире в программе «Векторы», и там в том числе говорили про уровень подготовки тренеров, в том числе и в районах. Это не только футбол, то есть по разным видам спорта. Что с уровнем подготовки наших тренеров? Давайте еще раз поговорим. Очень хороший вопрос. Мы недавно с Вячеславом Владимировичем тоже обсуждали это, разговаривали по этому поводу в контексте вольной борьбы. И скажу так, и Руслан, и Валера – это мои же коллеги. И каждый из них знает эту ситуацию на сегодняшний день, о том, что у нас огромная часть тренерского состава некомпетентна. Некомпетентны как тренера, поскольку, скажу прямо, люди пришли, может, когда-то он занимался спортом, и на сегодняшний день он пришел в спорт быть тренером, как его пенсия. Просто быть тренером, просто. Ему нравится. Чтобы деньги капали. И он нравится, он приходит, ему это комфортно, ему. Кто-то из них очень хороший человек, но как специалисты многие отстают. У нас нету обучения и переподготовки тренерского состава на сегодняшний день. И слава богу, мы заключили в этом году, Министерство спорта заключило договор с университетом имени Лесговта. Это лучший институт физической культуры и спорта Российской Федерации, у которого очень хорошая научная база, очень хорошие преподаватели. И на сегодняшний день мы заключили договор с ними о том, что мы будем
присылать и на переподготовку тренеров для дополнительного образования. Просто скажу так, что на сегодняшний день в контексте вольной борьбы 246 тренеров, по-моему, числится, а фактически тренирует, может, человек 50. Те, кто тренирует нормально, показывает результаты, а не просто проживает. То же самое можно сказать... Я ошибаюсь или я, может, не права, но если у тренера нет результата, то он продолжает работать? Или я сейчас... Вот он же говорит, он хороший человек. Хороший человек. Хорошо. На сегодняшний день все будет меняться. Мы будем настаивать на том, чтобы они все проходили. Это все будет на законодательном уровне. И это касается на сегодняшний день не только вольной борьбы, это касается практически всех видов спорта, потому что уровень подготовки тех тренеров, которые на сегодняшний день пришли, у многих не соответствует действительности. Старые тренера не по возрасту, а, они даже и по возрасту. Это гранды, это те, которые на сегодняшний день, до сегодняшнего дня тянули весь спорт Северной Осетии. К сожалению, они уходят. Кто-то из жизни, кто-то просто устал. Физически не вытягивает. Да, уходит со спорта, остается как консультант. И физически он не может уже, допустим, на том же ковре показывать, на том же поле выходить, детям показывать финты. А сидя на лавочке, ты никого не научишь. Дать эмоции. Ни финт ты ему не дашь правильно сделать, ни прием провести. Элементарный Русик не даст соврать, ни штангу правильно поднять. То есть ты должен работать на сегодняшнем уровне так, чтобы ты подготавливал конкурентоспособных спортсменов. У меня такой вопрос. Допустим, у нас компетентный, хороший тренер, который живет во Владикавказе. Да. Например, тренер по дзюдо. В Ардоне нет тренера по дзюдо. Я сейчас теоретически рассуждаю. Готовы ли тренеры ехать в районы? Хорошие тренеры? Я не знаю, готовы они. Или там готовить? Сейчас есть, во-первых, программа, так же, как есть земский врач, земский учитель. Сейчас готовится программа федеральная о том, что есть земский тренер или учитель физической культуры и спорта в школе. Но на сегодняшний день есть хорошая программа, которая зачем человека отрывать, он в городе хорош. У того тренера, который будет из того же самого Ардона, с Чикалы, с Алагира, у него свой контингент, у него свое общение, дети к нему уже привязаны. И если он на сегодняшний день некомпетентен, мы ему будем давать возможность поднять его уровень. Получить знания, чтобы... Получить знания, чтобы он спокойно, комфортно продолжил свою работу. Это те, кто захочет переобучиться, научиться и обратно вернуться к себе же на работу. И воспитывал лидеров. И воспитывать лидеров. До нашего эфира мы беседовали в нашей редакции о причинах, почему такой застой. Лично я свое мнение озвучу. Мне кажется, тупиковость турниров тоже играет роль. То есть, когда человек понимает, что максимум это внутрироссийские соревнования, то есть Олимпиада, скорее всего, ему не светит, то нет и стимула, нет мотивации. Не думаю. Мы, тяжелоатлетика, наверное, одни из первых наряду с легкой атлетикой, которые столкнулись с этой проблемой об исключении из мирового спорта, нашего спорта. И эти, сколько уже, почти 10 лет, они очень так нехорошо сказались на российской тяжелоатлетике. Поэтому, что касается того молодого человека, который идет в зал, которого родитель ведет в зал, вряд ли он задумывается о том, что он не сможет попасть на Олимпийские игры, потому что до этого времени еще достаточно много пройдет соревнований, много изменится в мировой политике, в политике спортивной. И
конечно, он об этом не задумывается. Но те ребята, которые сегодня находятся в составе сборной России, это мои бывшие коллеги, я всех прекрасно знаю. Да, некоторые сменились, но я знаю точно, что такого вопроса не встает, потому что люди любят свое дело. Они просто занимаются тем, что они любят. Мне кажется, когда спортсмен говорит, что вот я не попаду на Олимпийские игры, поэтому я завяжу. А может, это мечта? Слушайте. Согласен, но тем не менее, спортсмен, он выполняет свою работу. Не по вине тренеров это произошло, не по вине федерации это произошло. Произошло так, как это сейчас происходит. Поэтому те ребята, опять-таки повторюсь, которые занимаются своим любимым делом, они получают за это какие-то зарплаты. Не без ложки дегтя они получают свою какую-то бочку меда в виде того, опять-таки, что они занимаются своим любимым делом. Я, знаете, что хотела спросить? Нет ли момента вот в современном спорте элитарности? То есть, если у родителей есть финансовые возможности возить ребенка в город, в частности, да, к хорошему тренеру, то что-то получится. Но у очень многих нет такой возможности. Вот этот момент присутствует, или я сейчас опять себе что-то там придумала, Анатолий Григорьевич? Ну, вы знаете, вы не придумали, да, есть, значит, происходит такая ситуация, да, тенденция, то, что раньше, мы помним свое время, то есть нас никто не вел, нас никто не заставлял. У нас у самих было желание идти на футбол, идти на борьбу или на другой вид спорта, развиваться. Почему? Потому что на нас ничего не давило. И мы получали удовольствие и развитие. Сейчас я наблюдаю такую картину, что, вот как вы говорите, родитель имеет, да, возможность отвести ребенка, понимаете, и родитель наблюдает за тренировочным процессом или за игрой, и родитель в основном чаще всего, да, бывает недоволен. Понимаете? Родитель советует. И родитель не то, что тренер, родитель начинает, то есть, давить на ребенка, понимаете? Вот, к слову, почему у нас сейчас нету, да, там, олимпийских чемпионов, чемпионов России, да, по любому виду спорта. Я считаю, тоже в этом причина, потому что родитель, то есть я всегда просил родителей только поддерживать. Вот вы увидели сегодня, да, положительный какой-то эффект, да, от ребенка. Но научитесь этому радоваться. Это ребенок. Он еще не взрослый. Научитесь этому радоваться. Он не должен сейчас показывать, допустим, то, что показывают, демонстрируют профессионалы в своем деле. Понимаете? И в основном ребенок, когда уже достигает такого зрелого возраста, имеет свое мнение, понимаете, он может просто сказать: спасибо тебе, отец родной, за все, но я устал. Есть такое понятие инертное поколение, что сейчас вот как раз поколение зумеров, которым ничего не нужно. До определенного возраста их гонят родители, а потом вот этот застой. Вячеслав Владимирович, я права или не права? Как в борьбе с этим обстоит? Или борьба – это отдельная история? Из наших олимпийских чемпионов вот, в Северной Осетии, кроме Светланы Андиева, никто не был обеспечен. Все остальные были голодные. То, что родители, вы говорите, есть их возможность возить там туда-сюда, это 5-10%. И из них, вот правильно говорит, из них не получаются спортсмены высокого класса. Они устают. Поэтому говорить о том, что у этого родителя есть возможность, у этого нет, я читаю иногда, да, были такие родители, которые отказывали себе, то есть у них не было финансовой возможности, но они себе отказывали в чем-то и все-таки возили этого ребенка. Это совсем другое. А когда у человека все есть, он никогда спортсменом не станет. Никогда. Я не знаю ни одного. Научную работу, можно сказать, написал. Я просил, наверное, всех наших лучших спортсменов, не только в борьбе, как они попали, как они начали заниматься. И я думаю, 5-10% изначально задумывались, что он станет олимпийским чемпионом. Остальные просто шли. Вот Руслан правильно сказал. Ну, олимпийским чемпионом сразу не станешь. Нужно первый разряд, кандидатство. И только потом к ним приходит, что когда уже на уровень какой-то выйдет, на уровень первенства России или чемпионата России, вот тогда он уже может поверить, что он может стать и олимпийским чемпионом. Но это
Это пока, это пока пройдет, вот эти этапы становления, это очень много времени уходит. Поэтому мне никто реально не сказал, что он пришел на борьбу, и у него главное в голове было, что он станет олимпийским чемпионом. И они приходят, им нравится, кто-то хочет похудеть, кто-то хочет мышцы там набрать, красивым выглядеть. И только когда они становятся уже действительно мастерами спорта международного класса, вот тогда у них уже появляется, может быть, мечта. Как Это. Руслан А сказал, в да, этом возрасте сказать, сегодня сказал я олимпийским чемпионом, а завтра он забывает. А когда он уже спортсмен высокого класса, тогда он осознанно уже начинает и жертвует многим, чтобы все-таки быть спортсменом и стать олимпийским чемпионом. Руслан хочет Я добавить. все-таки сторонник утверждения, что люди не меняются, меняются времена. И если раньше, вот как Вячеслав Владимирович сказал, в зал ходили просто потому, чтобы занять, там кто-то рос в не очень хорошем районе, и чтобы поменьше времени находиться на улице. А еще чтобы защититься и отбиться от кого-то. Да. Ну и с другой стороны, это тоже социум, это ребенок должен общаться с кем-то, со своими сверстниками. Поэтому сегодня, наверное, самое хорошее, ну не самое хорошее, хорошая затея, это то, что у Министерства образования есть модули, так называемые, по занятию физкультуры. То есть та или иная школа может выбрать для себя определенный модуль, который состоит там из определенных видов спорта, а их там очень много. Я знаю, что модуль тяжелой атлетика уже в нескольких регионах страны есть. Это когда дети знакомятся с определенным видом спорта. И у меня будет предложение к Министерству спорта, чтобы подобную практику ввести в регионе, потому что это, мне кажется, не только в определенном виде спорта в каждой школе, а поэкспериментировать в этом вопросе. И тем самым мы знакомим детей со спортом, потому что, давайте будем честными, сегодня программа школы очень сильно загружена для детей, и не всегда ребенок может успеть там, пойти в зал. И подобные меры могут помочь. Да, мне кажется, это будет замечательная идея, потому что тем самым мы будем знакомить детей с тем или иным видом спорта. И, возможно, это как-то можно чередовать, чтобы дети большую географию вида спорта охватывали. То есть вы за то, чтобы дать возможность посмотреть, пощупать, грубо говоря, а потом уже дальше выбирали? Конечно. Да, и в конце концов это тот же спорт. Как Вячеслав Владимирович сказал, что на уроках физкультуры дети занимаются там какими-то вот около спортивными делами, а тут они напрямую будут вовлечены. Тяжелая атлетика, скажу за свой вид спорта, тяжелая атлетика очень прекрасна. Вот Артур Ахсарбекович знает, он недалекий от тяжелой атлетики человек. Это очень прекрасно для строения молодого человека, для его развития. Есть стереотип, что тяжелая атлетика это делает людей маленьким, но, как вы видите, меня это очень такой... Это стереотип. Очень древний стереотип, да. Это, наоборот, влияет на рост и правильный рост человека. Был бы выше. Валерий Сагратович, вопрос к вам. Спортсмены, атлеты сегодня и атлеты 20-30 лет назад. В чем разница? Ну, вы сами сказали, сейчас время таких технологий, а в то время, когда вот мы этот спорт начинали еще 35 лет тому назад, им было очень скучно дома. Вот, допустим, те же, кто был на колясках особенно, они не выходили из дома десятилетиями. Даже самое больше во двор могли спуститься, и все. Им было стыдно как-то, стеснялись мы выехать, допустим, на улицу. В то время показывали, вот он на коляске или он без ноги. А потом, когда уже пошел процесс, уже, допустим, ну, потихоньку, там чемпион. Их стали узнавать, и они уже таким удовольствием, даже с БАМ, они на коляске могли ехать на тренировку, чтобы... И люди показывали, это же вот этот чемпион, который... Им не надо... Ну, сейчас тоже они сидят там в интернетах, на компьютерах, но тогда не было. И тогда с таким удовольствием. Но мы сейчас тоже стараемся, чтобы... Когда мы приезжаем на соревнования, мы часто собираем у всех телефоны на ночь, чтобы они всю ночь не сидели, не играли. Чемпионат России, они могут некоторые, ну не все, но некоторые. Мы у них тренера мы отнимали, потому что приходишь к ним в номер, ты почему не спал? Нет, я спал, как не спал? Так как телефон смотрим, он еще там в интернете был час ночи, еще не спал. А у тебя завтра старт хороший. Ему них отнимали. Но сейчас стараемся, чтобы, я понимаю, никуда не денешься, но
меньше смотрите за интернетами, а больше на манеже, на футбольном поле. Тем более, еще раз, вот Славик не даст соврать, и вот наш министр не даст соврать. На манеж в любое время, когда любой приходит, мы бываем всегда на тренировках. Они фанаты, они любят, еще раз говорю, телефоны, да, но для них спорт – это номер один. И когда, я еще раз говорю, сейчас в последнее время особенно, Артур Асавечкович тоже за это дело, мы говорим массовый спорт, детский спорт, я тоже двумя руками за. Но не надо забывать о спорте высших достижений. Эти люди – цвет нации, это визитная карточка, это, многие говорят, вот лишь бы он занимался там физкультурой или там чем-то. Они, вот я по своим сужу, кто переступает порог спортзала, любого спортзала, он пришел не лишь бы вот потренироваться, он себя уже видит чемпионом, он хочет стать чемпионом, потому что, еще раз говорю, плох тот солдат, который не хочет стать генералом. То же самое у нас, они, даже вот проводят спартакиады, по 300 человек, он будет самый слабый, но все равно он хочет быть сильнее себя, он думает, вот сегодня у меня, допустим, я 10 раз отжался, завтра 30 раз отожмусь. У нас разные эти подходы, но еще раз говорю, не давайте развивать спорт и массовый, но не забывать о наших вот великих людях, потому что без кумира, на самом деле, тяжело в спорте. Да, конечно, вот такие как Андиев, Тамазов, Хадацев, как можно таких людей не равняться по таким легендам? Мы же гордимся. И поэтому можно добавить? Да, конечно. Чуть-чуть, Валерий, добавлю. Если мы забудем про массовый спорт, то мы забудем и я не сказал, забудем. Спорт высших достижений, потому что без массового спорта высших достижений никогда не будет. Тут идет, так скажу, биологический отбор. Выживает сильнейший. Это в спорте, это догма. Тот, кто сильнее, тот выходит в спорт высших достижений. И добавлю Руслану, они просто пока еще не знают. Я был на пленарном заседании в Краснодаре. У нас есть прекрасная новая программа «Стань чемпионом» федеральная. Это тоже разработки университета, института имени Лесговта. В республику подарят несколько приборов безвозмездно. То есть этот прибор определяет от 2 до 12 лет предрасположенность ребенка к виду спорта конкретно. Поэтому это будет для наших тренеров всем как бы небольшой бонус. Родители уже будут приводить конкретную дисциплину ребенка, которому будет, то есть даны рекомендации, что в этом виде спорта ему будет комфортнее и больше результатов. Да. И на сегодняшний день это будет взаимодействие с детскими садами, со школами общеобразовательными. И будет конкретно уже каждому ребенку, кто пройдет эту диагностику, рекомендация пойти или на художественную гимнастику, или на футбол, или в тяжелую атлетику. А родители наши не согласятся. Вот я только что об этом хотела сказать. Они приходят, вот у меня много случаев было такое. Приходит, говорит, вот тебе парень, он будет олимпийским чемпионом. Ну, я смотрю, он не двигательно, не способный. Ну, я не могу сказать малышу так. Естественно, никого не отправляю. Я говорю, пусть занимается. Нет, он будет таким. Я говорю, а вы его случайно на музыку не отдавали? Он говорит, отдавал, и что? Я говорю, сказали слухать эту. Я говорю, а почему ты думаешь, что у него есть способности к борьбе? Может, он футболистом будет? Нет, мы же осетины. Он должен быть борец. Тогда родителям одна просьба. Вы, когда приводите ребенка к тренеру, если вы доверили уже ребенка этому тренеру, это мое как родителя выражение, хочу сказать так, вы его привели, ребенка, вот считайте, что 2 часа этот ребенок, его ребенок. Его ребенок – это не подопечный. Да. Каждый тренер к ребенку относится как к своему. Если это хороший, нормальный тренер, он относится к каждому ребенку как к своему. Поэтому вы привели, доверьтесь уже и не советуйте. Вот сидите, пожалуйста, наслаждайтесь тем, как ваш ребенок двигается, как у него что-то получается. Если не получается, дождитесь, у него получится все.
Еще раз скажу, наши дети все талантливые. Да просто элементарно. Научитесь, да, то есть как бы смотреть на ребенка, да, и когда он просто играет, улыбается и всегда бодрый, пребывает в хорошем настроении, даже независимо от того, получается у него что-то или не получается. Самое важное у ребенка есть желание. Когда есть желание, все мы спортсмены, да, то есть мы понимаем, что мы многого можем добиться. Многого можем добиться. И тут просто вот говорят, да, вот родитель привел ребенка, и он станет вот, чемпионом. Для меня это уже сигнал. И я уже ищу метод, да, свой метод, да, разрабатываю, как сделать так, если я вижу, что у этого ребенка есть потенциал, если добавить еще огромное трудолюбие и желание, да, я сделаю все для того, чтобы родитель не помешал ребенку дальше развиваться. Это как психологи говорят, главные враги детей – это родители. Отстаньте от них. Так, а еще страшнее, когда родитель сам занимается ребенком. Надеюсь, сейчас нас родители не просто слушают, а услышат, потому что это очень важно. Да, родители, слушайте нас. Мы знаем, о чем мы говорим. Горбатова только могила есть. Можно добавить? Да. Вот в нашем спорте, вот сколько уже 35 лет работы, ни разу такого не было, чтобы ребенка привел и нам указывал. Они нам отдают, они нам доверяют 100%. И нам это приятно. 100% нам Примеры для подражания вот у вас ребенок, родители, вот кто. делайте с ним, что хотите, и все. Не будет чемпионом, зато будет поздоровее, поувереннее в жизни. Вот и все. Улыбаться И буду, с да. удовольствием. Да, у нас вот чуть-чуть чуть другая по-другому. Да, специфика, да. да. У нас вот ПП, у нас такого нет, что родители, вот почему мой сын. Это вот то игровые виды спорта, я сам видел 100 раз и хоккей, и футбол, когда, чего моего сына не ставишь? А сын, допустим, не в первой, он в третьей команде на замене сидит, а он хочет, чтобы он в основе играл, в академии играл. И меня просили многие, вот, Валера, надо устроить моего сына в академию, помоги. Если он сидит в третьей команде в замене, а отец говорит, нет, он талант у меня. А тренеру видно, талант или не талант. Для каждого родителя его Согласен. ребенок самый талантливый, самый умный. Да, они самые... Каждому родителю дай Бог здоровья, каждому ребенку дай Бог здоровья. Ну, дайте тренерам возможность определять. И работать. Наше эфирное время потихоньку подходит к концу, но я бы хотела еще о чем поговорить буквально 10 минут. Мы уже говорили о том, как решать проблемы, как сделать так, чтобы мы видели развитие спорта, чтобы у нас были лидеры. Кстати, про родителей это тоже, кстати, одна из причин. Но, тем не менее, может быть, есть какие-то меры узконаправленные. Мы их не оговорили вот в течение этого часа. Вот, Вячеслав Владимирович, озвучьте Вы еще. говорили, что вдруг у нас появятся финансовые возможности, и как с ними... Вот. Как с этим справиться потом? Да, справиться трудно, конечно, но главное, вот министр сидит, значит, у нас есть школы. Мы говорим о школах, о тренерах, которые не работают. Мы же огульно говорим, так конкретно. Значит, я своему директору тоже советовал, как нужно, что нужно сделать для того, чтобы тренер или начал работать, или ушел. Вот смотрите, вот мое поколение тренеров, как и нынешнее поколение, нас никто не звал. Мы сами пришли работать. Но я знал, я буду получать 126 рублей. Я знал заранее. И тогда не было ни премиальных, ничего не было. Но я туда пошел, зрячий. Я знал, что у меня будет денег не хватать, но я туда пошел. И так мое поколение все пошли. Были люди, потом их бывшие ученики стали большими чемпионами. Но они не могли содержать свои семьи на эти деньги. И они честно ушли. Сейчас я говорю молодым тренерам. Ну, всем говорю. Очень много там есть хороших ребят, которые хорошо работают. Они больше спрашивают. Те, которые не работают, они не спрашивают. Но я им говорю, скажите мне, кого из вас пригласили в школу работать тренером? Хоть одного, кого-нибудь пригласили. Вы же сами туда шли. Приходят и через месяц начинают вякать, что им мало платят. Ну, вас кто-нибудь звал? Нет. Если ты туда пошел, я не знаю богатых тренеров вообще. Для меня, допустим, Казбек Магометович Дикаев, он эталон тренерский. Именно тренерский эталон. Он никогда не жаловался, что у него денег нету. Он никогда не жаловался, что у него бытовые условия не те. Понимаете?
Нынешние тренера, те, которые как бы не работают, которые по 10 лет работают, призеры республику не подготовили. Так, не идет у тебя эта работа, не надо получать пенсию, сам уходи, но они не уходят. Вот что. Поэтому нужно вот эти деньги, которые могут появиться, правильно распределять. То есть за то, что тебе дали, надо с тебя и спрашивать. А у нас не спрашивают, к сожалению. Нету ни наказаний строгих, никого не увольняют. Я не помню, чтобы кого-то уволили вообще из Не тренеров. положено по нашему менталитету. Потому что они хорошие люди, да, как говорит. Да. Нет, вот если у него нету своей гордости, что он 10 лет, 15 лет работает и никого не подготовил, найди себе другую работу. Но они не уходят. И здесь нужны уже административные меры. И еще небольшой вот. У нас детей занимается очень много. У нас много тренеров. Вот министр сказал, сколько у нас тренеров. Но есть определенные условия, чтобы человек занимался. То есть у него 2 квадратных метра должно быть, чтобы он... Понимаете, а у нас это не соблюдается. И когда заходишь в зал, а сейчас же у нас все в первую смену в основном учатся, и вечером там яблоку некому упасть. В такой обстановке вырастить или дать базовые технические действия невозможно просто. 15 тренеров в труде у нас одновременно. И у каждого по 15-20 человек. То есть там невозможно построить правильную тренировку. Не Нужны получается. залы, да? Нет? Значит, нужны залы или надо сокращать людей, которые бездельничают. Извините, конечно, но мне больно. Я всю жизнь отдал этому виду спорта. В Нальчике у нас сейчас прошли среди детей до 15 лет соревнования. В тройке никого нету из Северной Осетии. Вы понимаете, что это такое? И из Осетии ни одного мальчика нету в тройке. Это как? Вячеслав Владимирович, но тут, знаете, многие, наверное, смогут нам парировать и скажут, вот раньше тоже мало места было. Я имею в виду, негде было тренироваться, залы переполнены, но были результаты. Тут, знаете... Я не утверждаю это. Я говорю о том, когда меня молодые, хорошие тренера спрашивают, что нам не хватает, что мы плохо работаем, я говорю, мы судим по результату. Вот сейчас это вообще плачевный результат. Когда-то я был старшим тренером республики. Молодым парень был, меня вот такие возраста, как я, на простом собрании сделали старшим тренером. Был такой Илья Петрович Раев, заслуженный тренер СССР. И он сам предложил таким же, вот как я, говорит, мы устали, мы уже старые. Вот есть молодой парень, у него есть ученики, он с малышами хорошо. Давайте, пусть он станет. Тогда в республике было 52 тренера всего. Это был 88 год. До 96 года мы ни разу никому не проиграли. И у нас были олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы. Количество, еще раз говорю, было 52 человека во всей республике тренеров всего. Слушайте, может быть, знаете, 50 идейных тренеров могут сделать намного больше, чем 250 тренеров. Вы думаете, все 50 работали? То же самое было. У нас была аттестация один раз. Собрали людей компетентных, и каждый тренер заходил, его задавали вопросы. Потом у нас был Юрий Ибрагимович Конев, председатель федерации. Он вообще собрал всех тренеров и говорит, каждый пусть напишет 20 лучших тренеров, как он считает. Я не знаю, как мы работали, но вот с другой стороны, Руслан правильно говорит. Я же говорю, что человек 50 хорошо работают. Но эти 50 человек почему сейчас не дали результат по малышам? Я так скажу, что эти 50 не все работают с малышами. Половина, то есть, получается, где-то проседает работа тренеров, которые с детьми работают? Да. Да. Именно с маленькими детьми. Да, маленькими. Вот результат. Это же я такого вообще никогда представить не мог. Это результат ни одного дня, ни одного года. Мальчики это те дети, которые выросли, последние 3-5 лет. Подытожим. То есть одна из мер – это поработать с тренерами, выявить идейных, квалифицированных и дать им возможность
реализовывать свои идеи. Ну, он планы. говорит, Да. что Спортобъект. Да, можно пусть спортобъект. кто И, хочет, да, естественно, научится. спортобъект. Кто не Руслан, хочет, ваше его мнение? не научишь. Я свое скажу. Да. Коль мы затронули все проблемы спорта нынешнего, я бы хотел небольшой камушек критики кинуть в ваш огород С телевизионщика. удовольствием приму. Вот это Будучи маленьким мальчиком, я мечтал попасть в сюжет Урзмага Баскаева. Это было... Многие мечтали Каждый его попасть. сюжет, это был небольшой фильм о том или ином соревновании, о том или ином виде спорта. Какая картина происходит сегодня? Приезжают журналисты, как правило, у нас в тяжелой атлетике бывает 2 соревнователя в дня. Это там первые малыши, а потом уже более старшие возрастные группы. Приезжают, назовем их телевизионщики, ваши коллеги, отснимут совсем маленьких детишек, совсем маленьких. И то это занимает буквально 5-10 минут. Когда ты к ним подходишь, говоришь: друзья, вот у нас завтра выступление еще будет, там будут намного большие веса, там будет интересно. То есть детские соревнования — это просто дети выходят и какие-то свои приобретенные не так давно навыки показывают. Показывали. Да, но что они говорят? Вы знаете, нам сейчас надо ехать на проблемы ЖКХ, потом мы едем там по разным другим отраслям, которые никак не относятся к спорту. И потом выходит сюжет, где перепутаны фамилии, имена и результаты. Поэтому вот, может быть... Я перебью. И не выдали интервью, которое записали, а интервью малыша. А малыш ждал. А малыш ждал. Да. Более того, представляется картинка, что тяжелая атлетика это состоит у нас из малышей только. Вот. Более взрослые спортсмены, которые хорошо подкованы, они технически хорошо поднимают, они не попадают в эти сюжеты. И опять-таки создается впечатление, что у нас вот это вот весь, все, кто у нас есть в тяжелой атлетике. атлетика. Да, поэтому хочется, чтобы вы обратили на это внимание. И я понимаю, бюджеты урезаны, но тем не менее как-то надо... Агитация, пропаганда наша, все. Поэтому мы должны уделять этому больше времени, больше продвигать в пропаганду. Элементарно. Вот мальчик попадет в сюжет, и это увидят его одноклассники, это увидят его друзья. Они тоже захотят так же, понимаете? Когда я попадал в детстве, там, будучи школьником, в сюжеты, мне все говорят: о, молодец, молодец. Кого-то это сподвигло тоже пойти. Я тоже хочу попасть на телевидение. как Руслан сказал, пропаганду еще никто не отменял. И это тоже очень сильная часть того, чтобы дети оторвались от гаджетов. И то, что он увидит, допустим, в этом же самом гаджете, как кто-то делает красивый финт на льду или красиво исполнил, гол забил в девятку, для него это будет тоже стимул, он тоже так захочет. Я так думаю, благодаря совместно с теми же самыми соцсетями, для детей это будет хотя бы небольшой стимул попробовать. А тот, кто приходит, пробует, в большинстве случаев он остается. Потому что это другая жизнь. Это жизнь. Спорт – это жизнь, я согласна. Анатолий Григорьевич, может, есть еще что добавить? У нас я буквально по несколько минут. по поводу тренировочного процесса, ты можешь составить шикарную тренировку, даже любая неправильная тренировка идет на пользу, да, но какая бы тренировка ни была правильная, да, то есть как бы ребенок должен получать от этого тренировочного процесса эмоции, то есть сам тренер должен выходить на тренировочный процесс таким легким, открытым, позитивным, веселым, с хорошим настроением, это первоначально. Второе, это то, что для меня важно, да, я вижу, ребенок пришел, то есть с плохим настроением, там, 2 получил, или там, с родителями поругался, в углу постоял, да, то есть я должен его направить так, да, создать такую атмосферу, да, чтобы у него вот это желание тренироваться, да, оно появилось. То есть вселять в него желание, да, чтобы у ребенка постоянно было желание тренироваться, развиваться. И пошагово, да, что немаловажно, я для себя это считаю, что немаловажно пошагово, да, его влюблять в футбол, в борьбу, в теннис, в любой вид спорта. Это очень важно. И тогда я не сомневаюсь в том, что у нас будет очень много выдающихся спортсменов.
Спасибо большое. Уже добавлю. Валерий Сергеевич, да. Вот насчет пропаганды, вот про нас Рухс Агат Славик Гулуев, которого не стало, он снял 2 фильма про нас, про пару тэквондистов и про футболистов-ампутантов. Так вот, этот фильм про ампутантов, он занял, там было 90 фильмов с разных стран, международный фестиваль был. Этот фильм занял «Жить и побеждать». Кто не смотрел, посмотрите, занял 1 место. Вот его в Доме кино, вот грамоты и вот эти дипломы висят вот именно про ампутантов, вот этот фильм. Вот, а второй, лучший в жизни, это про пара-тэквондо, там Спартак Газа, как без 2 рук. Это Сакинат Магомедова. Еще раз говорю, к сожалению, их увеличивается, но мы всех, кто желает спортом заниматься, именно вот из СВО, потому что они у нас все стоят на учете, все, кто получил инвалидность, они у нас в списке каждого, и увечья, все расписано, рекомендации врачей. Мы их, лично я брать не буду, каждого обзвонил, каждому предложил, кто в Мазуке, кто в Аллагире. И мы стараемся их пристроить. И сами отдаленные будут они в сборных играть своих республик, потому что по отчетности всероссийскому уже 300 человек с СВО по всей России уже входят в свои национальные регионов. Вот. Наши не исключение. И у меня просьба тем, кто, дай бог, в Мазовском там дворец культуры, у них там есть бассейн. Вот. А эти, к сожалению, инвалиды есть во всех районах. Я вызваниваю те же спорткомплексы, они же частных тоже много, чтобы они разрешали им бесплатно. Мы же под Богом ходим. Сделай доброе дело человеку. Чтобы он отдаст эти 200 рублей за качалку, но он пришел с войны, дай ему человек, пускай заниматься у тебя это сам бесплатно. И вот многие соглашаются, а некоторые, даже вот одного, не будем говорить, бассейн устраивали. Не дал, говорит, нет, одного человека, говорит, у нас нет, пускай платит. Тоже ветераны СВО. Да не будем, да. А так, в основном, дай Бог им здоровья, вот они откликаются, и они имеют право, возможность заниматься бесплатно. Уважаемые господа, мне было очень интересно. Я думаю, что все зрители со мной согласятся. Я единственное надеюсь, что нас услышали родители, тренеры, наставники. Естественно, спонсоры тоже и меценаты. И я надеюсь, что вот в следующий раз, когда мы соберемся, то вы скажете, а у нас вот какие-то подвижки есть. Мы, в свою очередь, журналисты, тоже будем работать. Пусть как было в КВН. Кому надо, тут услышал. Пускай услышат те, кому-то надо. Согласна. Во время подготовки многие эксперты нам отказались давать интервью, сославшись на то, что, зачем, мол, об этом говорить, все равно ничего не изменится. Наша редакция придерживается противоположного мнения. Если публично и неоднократно озвучивать проблемы, пытаться также публично их решать в контексте современности, то шансы на реальные действия все-таки высоки. Всего хорошего. До свидания.